Закрытие детского отделения стационара Сосногорской ЦРБ – тема, которая в последние дни буквально всколыхнула жителей района. Первая информация об этом появилась в пятницу вечером. В группе районной газеты «Заря Тимана» в социальной сети был опубликован официальный пресс-релиз Министерства здравоохранения Республики Коми. Однако после прочтения разъяснений данных пресс-службы регионального Минздрава возникло больше вопросов, чем ответов. Причем не только у родителей и общественников, но и у депутатов районного совета и у руководства района. Уже в понедельник с утра в Сосногорской ЦРБ была проведена стихийная встреча с главным врачом, на которой все, кого это волнует, смогли задать интересующие их вопросы. Главный врач Алла Федосенко постаралась как можно подробнее ответить на каждый из них. Учитывая интерес детей и оказание, чтобы улучшить доступность специализированной помощи детям нашего района, было принято такое решение. Поскольку у нас предполагается, что база Ухтинской детской больницы это будет межтерриториальным центром, и учитывая, что сейчас оснащение Ухтинской детской больницы очень качественное и есть специалисты, нашим детям будет оказываться плановая помощь высококвалифицированная на базе Ухтинского отделения. Поскольку на нашей базе таких специалистов нет и по штату не положено, и кроме того, что сейчас идет тенденция на оказание высокотехнологической помощи вообще и детям прежде всего, соответственно, было принято такое решение. И кроме того, у нас наше отделение, к сожалению, не было востребованным даже с учетом последних 3 лет. Заполняемость отделения за последние годы резко снижалась, и с 85 последние 3 года у нас упало уже до 68%. То есть практически отделение заполнено чуть больше половины. Алла Федосенко также пояснила, что госпитализация детей будет осуществляться трансфертом районной больницы. То есть машина будет забирать детей и отвозить их на госпитализацию в Ухтинскую детскую больницу. Точно так же будет забирать их и обратно. У нас основная госпитализация – это идет ОРЗ, ОРВИ, абдоминальный синдром, и это все будет госпитализироваться в боксированное специализированное отделение по-прежнему Сосногорской ЦРБ, так же, как было и раньше. И только плановая госпитализация, плановые дети, которым необходима все-таки качественная, высококвалифицированная помощь, она будет переводиться эта часть детей будет переводиться на Ухтинскую детскую больницу. Медики считают, что, исходя из интересов детей, это правильное решение. Однако у родителей другое мнение, и они все же за сохранение данного отделения. Мы изучили нормативную базу, что касается вот этих вот разъяснений Минздрава, и сделали выводы о том, что все-таки нарушается основной принцип здравоохранения – это шаговая доступность. То есть доступность должна быть в пределах 60 минут. Мы намерены собрать подписи жителей Сосногорского района, для которых близка эта проблема, и отправить дальше и приемный президента России, Министерство здравоохранения Российской Федерации и уполномоченному по правам ребенка Российской Федерации Республики Коми. Я просто еще боюсь того, что думаю, что в подобной ситуации многие родители просто-напросто откажутся от госпитализации своих детей в Ухту, что в свою очередь повлияет на эпидемиологическую обстановку в районе. С ней согласна и депутат районного совета, председатель рабочей группы по сельским населенным пунктам, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Ирина Ушакова. Прежде всего мы должны думать о тех ребятишках, о тех детях, которые проживают в сельских населенных пунктах. Не является ли это нарушением их прав? И как будут оказываться помощь медицинская этим детям, которые живут на сегодняшний день в селах и в деревнях нашего района. Ну и, конечно же, мы как депутаты, мы будем обращаться с различными ходатайствами, заявлениями по этому поводу. Коллегу по депутатскому корпусу поддержал и заместитель председателя бюджетной комиссии Вадим Кучумов. Он заострил внимание на том, что вопросов сегодня могло быть меньше, если бы данная информация своевременно была доведена до населения. Мы, как депутаты, узнали об всей этой ситуации, о закрытии нашего стационара детского, только уже со средств массовой информации. Никакого официального уведомления мы, как депутаты, не получали. Конечно, можно было, мы сегодня еще будем собираться на президиуме, все равно мы подготовим письмо, пускай нам Минздрав объяснит, какая ситуация, какие
из-за чего это все происходит. Но хотелось бы все равно заранее об эту всю информацию знать, чтобы у нас есть представители в Госсовете Республики Коми, и наш район довольно-таки, наши депутаты довольно-таки активные. Хотелось бы, конечно, всю такую информацию получать заблаговременно, чтобы мы могли и довести ее до наших жителей. Как показала встреча, общественники успокаиваться не намерены. Мне бы хотелось задать вопрос, почему все исходим из принципа экономии. Разве можно экономить на детях? Я, конечно, понимаю, что ситуация экономическая очень плохая, но когда речь идет о детях, нельзя такого допускать. И в целом, я надеюсь, что мы сконсолидируем усилия с депутатским корпусом. Как я поняла, для вас это тоже стало полной неожиданностью. И хотелось бы бороться за нашу больницу вместе, поскольку, да, мы проанализировали законодательство, да, пришли к выводу, что все надо проверять. Пускай прокуратура скажет свое слово. Решение Минздрава Республики Коми вызвало большой общественный резонанс. И, к сожалению, пока вопросов больше, чем ответов. Ситуация, конечно, сложная и неоднозначная. Неоднозначна она в том, что, к сожалению, в 2012 году медицина у нас была передана на государственный уровень под юрисдикцию Минздрава. Мы передали больницу в полном соответствии всем требованиям, в отремонтированном виде. И, конечно, хотелось бы, чтобы больница развивалась. Но на сегодняшний день у нас нет никакого официального документа о закрытии детского отделения. Поэтому я думаю, что сегодня же мы направим запрос в Минздрав, чтобы получить официальное уведомление о том, что детское отделение будет перепрофилировано. Хотелось бы, чтобы о таких изменениях Минздрав ставил в известность, потому что все-таки это наше население. Кроме официального запроса в Минздрав Республики Коми, от имени районной администрации будет направлено и ходатайство о сохранении детского отделения Сосногорской центральной районной больницы. В свою очередь, депутаты районного совета готовят обращение в адрес районной администрации с просьбой выяснить у Минздрава потребности в оборудовании, необходимом для функционирования детского отделения, а также обращение в прокуратуру. Депутатский корпус намерен оставить этот вопрос на особом контроле до выяснения всех обстоятельств решения о переводе коек детского отделения Сосногорской ЦРБ в Ухту. Сегодня же Коми-Информ со ссылкой на замминистра здравоохранения Коми разместил информацию о том, что на освободившихся площадях в Сосногорской ЦРБ будет развернуто диагностическое отделение для проведения профосмотров у детей и взрослых.